Среди творческих людей можно встретить таких личностей, которые очень часто меняют профессию. Вместо работы у них постоянно появляются другие интересы в жизни. Что-то получается, что-то не очень, но они идут вперед, впитывая все новое. Наш сегодняшний гость, можно сказать, тоже постоянно в творческом поиске, а его успехи вдохновляют его на новые мечты. Спартак Лакуев сегодня у нас в гостях. Он же музыкант, он же режиссер, он же продюсер. Так кто же все-таки сегодня Спартак Лакуев? Ну, сегодня, в частности, в вашей программе все-таки музыкант, а в жизни, наверное, а музыкант и режиссер. Да, я одно время увлекся и больше ушел в кинопроизводство, так как меня это очень захватило, и учился даже. Но музыку я не оставлял для всех своих фильмов, песни и музыку я писал сам. Но вот, можно сказать, я вернулся на музыкальную сцену, и сейчас активно работаю над новыми песнями. Надеюсь, что скоро вас порадую новой песней. Спартак, ты родился в музыкальной семье. Напомним нашим телезрителям, что мама Спартака – заслуженная артистка нашей республики, талантливая гармонистка Лолита Курнаева. Да, так сложилось, что всегда в нашем доме звучала музыка. И мама много лет проработала, в том числе в нашем Осетинском театре. И меня даже актеры называли «сын полка», так как, можно сказать, я вырос за кулисами. И, конечно же, в плане музыки на меня очень повлияла мама, потому что она с очень многими нашими известными музыкантами, артистами работала. И она аккомпанировала и Володе Балаеву, и Светлане Медоевой. И в музыкальном театре, таким как Илкан Кулаев, Долорес Белоонова, всех сейчас, конечно, я не вспомню. И также мама ученица Булата Газданова. В общем, в плане музыки, конечно, я состоялся благодаря маме, потому что она обратила на меня внимание, так как я с детства рисовал, и по первой профессии я художник. Но всегда, когда я дома писал картины, у меня всегда звучала музыка, я что-то напевал, и вот так потихоньку это все и пошло. У тебя очень красивый голос, Спартак. Спасибо. Кто это первым заметил? Ведь в детстве ты совсем не увлекался пением. Как ты сам говоришь, больше рисовал, да? Я петь начал, когда уже учился в университете на первом курсе. Это была «Студ-весна». И когда я выиграл, потом был фестиваль осетинской песни «Свирель Ацамазова», он тогда проходил в сельхозе. Я даже маме тогда ничего не сказал, я тогда просто что-то увлекался, дома пел, она меня пока не пускала никуда, но я ничего не сказал, побежал на прослушивание и попал в концертную программу. Ну, затем мама позвонила Илкану Кулаеву и сказала, говорит, ты можешь прослушать моего сына? Так я начал заниматься у Кулаевых, а именно его супруги Ирины Борисовны. Я с ней 3 года занимался. А потом, когда закончил университет, все-таки пошел еще, закончил наш колледж искусств имени Гергиева. Выпустился у Бацазовой Светланы Александровны по классическому отделению. То есть на оперном отделении я учился. В какой-то момент ты начал пробовать писать песни, и стихи, и музыку сам пишешь? Пишу тоже, да, и мне пишут, но больше пишу музыку, чем стихи. Первую песню я свою написал в университете, когда учился на первом курсе. Специально для студенческой весны была у меня песня «Жардей Жарок». Она одно время была популярна на радио «Алания», на радио МСС. Это была первая песня моя, которую я попробовал сам написать. А аранжировку тогда мне записал Аркадий Царионти. А кто твои кумиры в музыке? В музыке мои кумиры — это больше звезды европейские. Я очень люблю и рок-музыку. У меня какое-то время даже рок-группы были. Я выступал в клубах. Очень люблю зарубежную эстраду. Слушаю разных направлений, стилей, и джаз, и рок. То есть, я считаю, для хорошего эстрадного певца вот база хорошая там. То есть там можно много почерпнуть у них. Все-таки они новаторы были в этих направлениях, и все самые крутые мегазвезды, все с Европы. Спартак, тебе очень повезло с супругой. Она тебя поддерживает во всех начинаниях. Расскажи немножко о ней, о ваших младших. Ну, супруга у меня тоже к искусству причастна, так как она училась на театральном отделении и даже немножко поработала в Дегорском театре.
А потом она увлеклась видеосъемкой, все началось с торжеств каких-то, со свадеб, но сейчас все мои фильмы снимает она. То есть она вот очень любит это дело, горит, если ей надо, она может и на пузе там, и на скалу куда угодно залезть, главное, чтобы кадр красивый был. А дети у меня двое, дочки 7 лет, Мария зовут, сыну 13, его зовут Сармат, сын у меня уже в нескольких короткометражных фильмах снялся. Даже так, да? Да, один из них показывали в Сербии, и у нас есть такой популярный интернет-кинотеатр «Иви». Это не реклама, ну, такая самая популярная площадка в России среди кино. Там этот фильм, когда только вышел, он популярным стал и набрал за короткое время больше 1 миллиона просмотров. Да, Спартак, все же последнее время тебя полностью увлекло кинопроизводство, да? Ты даже поступил, окончил курсы. По Да. какой специальности? Я закончил 2 киношколы, одну московскую онлайн-киношколу «Основы кинопроизводства», а вторую я закончил именно кинорежиссерские курсы. Это было в Черкесске, Союз кинематографистов, их не выиграл грант, но педагоги были все с Москвы. И вот я там окончил именно кинорежиссерский курс. Посмотрела несколько трейлеров к твоим фильмам. А почему столько мистики, фантастики, ужастиков? Ну, во-первых, диктует время. Молодежь любит такой формат, жанр, ну и не только молодежь. Мне и самому нравится, но больше я склонился сначала к этому жанру, потому что мы пока не имеем какое-то финансирование и снимаем все короткометражные фильмы своими силами. Но это тот формат, где можно, сказать, сэкономить. Это не исторический жанр, да, где там на одни костюмы нужны большие бюджеты. Это, во-первых. Во-вторых, этот жанр в России только развивается и набирает обороты. Триллер, мистика, хоррор, они очень популярны на Западе. У нас пока это только вот расцветает. Поэтому мы нацелены с ребятами больше на киноиндустрию России. У нас большие планы идти вперед. Поэтому мы параллельно как бы стараемся снимать такое, чтобы это можно было показать не только в Осетии, но и дальше по всей России и за рубежом. Надеемся, что все планы, мечты, намеченные цели осуществлятся. Но все же зрители помнят тебя как эстрадного исполнителя. Поэтому просим сегодня спеть одну из твоих песен. С удовольствием. Я сегодня спою песню. В народе ее знают как «Кадышевтар». Эту песню, я хочу рассказать предысторию небольшую, написала моя мама. У меня мама очень много песен пишет, их и в спектаклях ставили. Вообще она в оригинале называется «Лапуй Шагаш». Первый исполнитель был наш известный актер Соснинского театра Казбек Суанов. Мама ему аккомпанировала, он эту песню пел. А слова написал актер с Южной Осетии, народный артист Южной Осетии Вильгельм Хасиев. Далее ее исполнял Георгий Гучмазов, один из участников группы Бонварнон. Потом я записывал клип, и с этой песней, будучи студентом, выиграл республиканскую студвесну. Потом ее много кто пел, но все остальные интерпретации были не совсем верные и в плане музыки, и в плане текста. А вот сегодня я исполню эту песню в свежей аранжировке. Аранжировку сам написал. И, надеюсь, слушателям, зрителям понравится. Просим на сцену, Спартак. Adışıfta vajadım garahaşı Aşey jonım manda şarman alhaşı Vajon zina hatın domın kurunda Mamanı vas kuvunda Var zinat hatın dolun kurunda Amanı vas kuvunda Valsı kırsın, valsı kaşı var jona Aşta varşın vaz malçi vajona
Dat măsurai, dat fandagă lasă-ta Watter çizgay, aşta varştay başıqta Dat măsurai, dat fandagă lasă-ta Watter çizgay, aşta varştay başıqta Şuzu jarda rivan soya naları Aşta olma jarda murdar nalları Ofalada falgon zrivay nalhavı Amin bohu rohkanını larhayı Ofalada falgon zrivay nalhavı Amin bohu rohkanını larhayı Замочил мержок сарды хингана Сымалашы шуаржон зина динганма Каттамаху ашапындарына хутта Ваттар чужга аш сарынан рай гурта Каттамаху Şapındarına putta Watter çizgay Aşsarınan ray gutta Kattamahu Aşapındarına putta Watter çizgay Aşsarınan ray gutta